Опа, ля. Ух, ебать. Пипец. Вот так и едем мы в тайге. Такая ложка. Медвежьи какашки. Несколько штук вот ночевал, наверное, где-то. А вот Лёшка его. Вон тут он ночевал. О, как человек голову он туда под этот вместо подушки ложит. Как видели, без промахов тоже не получается. Дождик начинается, блин. Ручей я переходить сегодня не стану. Что-то я не хочу еще. Хотя там места хорошие еще для охоты на рябчика есть. Но сейчас я нырну вглубь тайги. Поймаю какую-нибудь просеку и одну кварталку лучше по тайге поброжу. Не знаю, блин, лучший вариант или нет. Может, в лесу и птиц нету, может, весь рябчик возле дороги, возле реки, возле ручьев. Вот я стою, просто не могу определиться, что делать. И самое главное, навигатора у меня с собой нету. С навигатором там любой момент можно напрямик в любое место идти. Вот так вот. Где-то вас свистит еще рябчик, не знаю. Оставляем, наверное. Ну и дождь, блин. Дождь. Погода портится. Примерно 1,5 километра, наверное, отошел от трассы. Но я понял, тут тоже делать нечего. Рябины вообще нету. Если нет ягоды, рябчиков тут мы точно не увидим. Место хорошее. Конечно, если с собакой бродить. Там ельник, смотрите. Ельник, такое вот место идеальное. Сосны, сосновый бор. Ну, я эту тайгу хорошо знаю, конечно. Но места для охоты на крупную птицу тут. Без собаки я туда не пойду. Буду возвращаться. И пойдем дальше по дороге. Перейдем ручей. Где-то еще пару километров за ручьем. Там просека будет, которая идет к реке. Может, до Свидора я сегодня не буду подниматься. Фиг знает, что-то план у меня только так крутится. Не знаю, что со мной, блин. Надо было, наверное, не думая, просто решил так в одном направлении идти. Но туда-сюда бегаю, что-то одно не нравится, другое не нравится. Короче, пойдем по дороге дальше. Без навигатора сюда. Если что, с навигатором завтра можно еще побродить в этой стороне. До ручья прийти и по навигатору. Ладно, сегодня по дороге пойду. Смотрите, лежанка. Ну тут лось, наверное, лежал. По размеру. Может, и медведь валялся. Фиг знает. Вот перехожу ручей. Там дальше чуть протекает. Снимаю. Вообще тихо течет себе старый мост тут. Там вообще сыро. Бывает побольше. Ручей заливает. Да очень много дождей. Погода дождливая, когда в этом году все спокойно. Даже перехожу сегодня без болотного сапога. Решился в этих сапогах ходить.
Ну, тропинка вон туда идет. Обычно тут вездеходами ездят. Каракаты, видать, по летней дороге поднимаются. Здесь действительно хреново. Вообще жесть. Опа, ух, ебать. Пипец. Набрал, не набрал. Ух, если не палка, все. Хана, я бы нырнул туда. Просто нырнул. Упор у меня вот получилось на палку. Я говорю, тут болото. Палка-выручалка моя, бля. Ой. Ничего себе. Тут только лоси летом ходили еще. Здесь все бревна на плаву, так плавают. Не знаю, где идти. Плохой переход. Всегда такой был. Скользкие бревна, вон они. Не наступишь туда. Фух. Как будто мылом намазано, бля. Бревна. Такие скользкие они. Ух, пипец. Лучше обойти. Хорошо, что палку взял. Давно уже хотел палку срубить с рогатиной, чтобы было, чтобы прицеливаться, но такого хорошего не нахожу. Желательно из березы надо. А осина, рогатина может сломаться там еще. Если найду, надо срубить. Там еще впереди болото у нас будет. Если там пойду. Не знаю. Пока не определился, где идти. Десятки кубов тут леса лежит. Потому что каждый год древесину сюда настилали. Он тонет и тонет. Дороги здесь никогда не было такого. Если насыпь поднять, человеческий рост, и мост сделать, то просто вот ручьем протекало в одном месте. Но такого никогда не будет. Это если при лесопункте такого не придумывали. Сейчас точно не сделают. Сейчас дороги разовые. Поехали, лес хапнули. И все. Ищи свищи их. А раньше как лесопункт Лежневки делал, и десятки лет там по этой дороге. До сих пор еще эти дороги стоят, ездят. По-настоящему, по совести делали. Ну, с расчетом, с тем расчетом, чтобы лес вырубать по десятку лет. О будущем думали. Но с годами все поменялось.
Ну вот, палку оставим тут. Может, кому пригодится. Нам пригодилось. И может, кто-то тоже будет пользоваться. Не только я один по этой дороге хожу. Бывает и... Но не скажу, что до нас кто-то тут переходил. Нет. По-летнему ходят люди. Да, в основном у всех транспорт сейчас каракаты, лодки, моторные лодки. Ну вот, самое основное прошли. Где-то надо привал организовать. Что-то я чай захотел. Ну вот, привал. Будем отдыхать. Война войной. А обед по расписанию. Опа. У елки сухие ветки. Ну, блин, как бензин. Быстро разгораются. Хорошо. В тепле посидим. Самое главное, тепло идет. Запах дыма, тепло, романтика. Что еще для счастья надо? Много ли человеку для счастья надо? Вернее, что-то я сейчас прошел здесь. Вообще рябчиков нет. Тишина. Ну вот. Колбаса, гречка. Хлеб и конфеты с чаем. Чай с конфетами, вернее. Любая вещь, когда он совсем новый, боишься, чтобы не испачкать, царапины. И самое главное, как, знаете, вот, как бритва режет. Еще раз показываю мой новый нож. Настоящий якутский. Вон. В описании под видео оставлю ссылку, где можно заказать такие ножи. Блин, вообще вещь. Так и хочется кого-то разделать. Вкусно.
Так и едим мы. Тайга. Такая ложка. Все в фирменных рюкзаках охотники ходят, а я вон, смотрите. Вот он мой рюкзак сегодняшний. Забыл, что поделаешь. У меня армейский вот, вещмешок есть, но забыл. Ладно, идем дальше. Видите, ребят, красоту. Желто-красный такой окрас. Тут как зеленый ковер, елки под сад. Ну а еще где-то неделю, через неделю уже вообще эта листва выпадет. И такой красоты до будущей осени не будет. Каждое время года своя красота. Люблю первый снег, когда вот первый снег, вот такой коврик снега там выпадет на деревьях. Вот я болтаю, а рябчик взлетел. Ладно, ребят, пока выключаюсь. Будем подходить. Не понял, где он был. Подожди, там битка. Где-то здесь, наверное, было.
где-то здесь. Тут какой-то шорох был. Ветки сломались. Кто-то убежал. Или от ветра что-то. Где-то есть, но не понимаю, где они. Две или три штуки. Один есть. Но тут несколько штук их. Разлетелись, это сразу надо добрать. Потому что потеряю. Ладно, зайду, погоняю их. Гуще тайги. В таком месте они, блин. Вон он. Где-то еще есть. Вот, ребят. Очередной рябчик. Осенний, хороший. Сейчас уже рябчики крепкие. Так. Ладно. Штука 3 еще их. Но деревья высокие. Найдем, нет. Они рядом, вот на этих деревьях где-то. Но тяжело найти. Фиг знает. Куда они сели, перелетели? А вон. Что-то вот сюда вроде. А вон он. Ага, все, я его увидел. Я его увидел. Вон он сидит. Неудобно, конечно. Блять, как белка туда-сюда бегает. Уходит. Спрятался. Вон он. Вижу. Есть. Попал. Падает. Пипец, блях. Далеко улетел.
Не, оставлю всех. Пойду искать, попробую. Вот бляха. Он на посадку пошел. Точно он куда-то упал. Медвежьи какашки. Несколько штук вот ночевал, наверное, где-то. А вот Лёшка его. Вон тут он ночевал. О, как человек голову он туда под вместо подушки ложит. Вот, тут жировал он. Блин. Хорошая картина, блин. Второго рябчика теряю. Сколько деревьев переломал он тут. Тут не один день он жил. Он кормился. Хорошее сухое место. Нашел, выбрал себе и просто он живет тут. А, блин. Уже второй круг делаю. Бесполезно. Если стопроцентно не услышишь там звук падения, тяжело находить. Хотя у него угол был падение. Смотри, сколько деревьев переломал. Пипец. Вот здесь кроме медведя и лоси тоже жили, видать. Да. Гон был тут. Обломали все. Да, тут лоси были. Давно, между прочим. Очень давно. Ладно, что, сдаюсь. Потерял. Потерял я его. Уже далеко пошел. До сюда. В принципе, если где-то рядом, может и прохожу мимо, но я его не увидел. Одного добыли, и то хорошо. Тут медведь разберется. Медведь живет тут. Найдет нашего подранка. Все переломано тут. Все эти рябины. По идее, вот тут он должен быть лежать. Кто-то сразу намертво падает, кто-то он помнет, блин. Короче, надо идти дальше.
Не наш день сегодня какой-то, блин. В поисках мы сегодня. Ну, никак не получается найти. Далеко, видать, летит птица. Где вот тут найдешь? Вон он, ё-моё, ребят. Вот это фарт. Пипец. Смотри, туша перебита насквозь, вон. Такая с палец дырка. И столько еще он улетел. Так, это получается я первый раз вот тут прошел, не заметил. Потом кружок вот дал вот за этими деревьями дальше. На обратном пути. Самочка, оказывается, тоже. Вот это да. Повезло. Это уже повезло. Это случайность. Это случайность. Это я нашел иголку в стоге хина. Так скажем. Вон. Два рябчика сейчас. Вот. Ну, по пути еще нам там еще пару штук могут и встретиться. Но тут весело. Тут медведь живет. Это уже точно он живет. Потому что где что возможно, все уже переломал он. Кормится. Я думаю, где-то будет берлогу себе делать. Ну, не ветрено, как бы, когда тихо, тоже слышишь где-то рядом зверь или нет, ну нафиг, лучше пулю я поставлю. Это все время дробовик. Он не нападет. Для него корм есть, но, знаете, все равно, если в лоб встретится медведь, не понравится такая встреча никому, я думаю. Вот, я здесь вот отмечал, вот там проходил, ну, блин, чисто случайно. Вот, если птица твоя, я уже не рассчитывал находить, я уже обратно развернулся, чтобы дальше идти. Ладно, идем.